10 ноября этого года на Объединенном ученом совете по физико-техническим наукам Академии наук Республики Саха-Якутия прошло обсуждение доклада доктора технических наук Валерия Валерьевича Лепова «Столетие со дня рождения выдающегося физика, одного из создателей лазера, Нобелевского лауреата Николая Басова». Невозможно представить современный мир без лазеров. Они встречаются не только в быту, в каждом лазерном принтере, проигрывателе дисков, лазерной указке или дальномере. Лазер сегодня – это и космические исследования, оборонная промышленность, медицина. Помимо изобретения лазера и мазера, Басову принадлежит идея использования лазеров для управления термоядерным синтезом и методы лазерного нагрева плазмы. Родился Николай Геннадьевич Басов в 1922 году в городе Усмань Липецкой области. Будучи молодым исследователем, Николай Басов был весьма эмоциональным и, как говорят сейчас, креативным исследователем. Каждый день его посещали не менее 10 гениальных идей. Его старший коллега Александр Прохоров умел отсеивать большую часть оригинальных идей молодого ученого, но на некоторых останавливался и говорил: а вот здесь надо подумать. Нобелевская премия по физике 1964 года была вручена совместно Александру Прохорову, Николаю Басову и Чарльзу Таунсу. Формулировка Нобелевского комитета звучала так: за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию генераторов и усилителей на лазерном-мазерном принципе. По окончании войны Николай Басов поступил в МИФИ и уже с 3-го курса начал работать лаборантом в ФИАН. После диплома пойдя туда под руководством Михаила Леонтовича и Александра Прохорова, аспирантом которого он стал. Собственно говоря, в кандидатской, защищенной в 1953-м, и в докторской, защищенной в 1956-м, содержались наброски того, за что потом ему и его научному руководителю дадут Нобелевскую премию. Принцип работы квантового генератора. В начале своей Нобелевской лекции Николай Басов позволил себе пофилософствовать, разделив всех физиков на две части. Он писал: в современной физике, как это возможно было и раньше, существует два различных течения. Одна группа физиков видит свою цель в познании новых закономерностей и в разрешении существующих противоречий. Выходом своей работы они считают теорию, в частности, разработку математического аппарата современной физики. В качестве отхода производства появляются новые принципы построения приборов, физические приборы. Другая группа физиков, наоборот, стремится создать физические приборы, основанные на новом принципе, и, направляясь к этой цели, старается обойти неизбежно встречающиеся трудности и противоречия. Различные гипотезы и теории эта группа считает отходами производства. Обе группы имеют выдающиеся достижения. Одна группа создает питательную среду для другой, и поэтому они не могут жить друг без друга, хотя их взаимоотношения довольно остры. Первая группа называет вторую изобретателями, вторая обвиняет первую в абстрактности, а иногда и бесцельности. С первого взгляда может показаться, что речь идет о теоретиках и экспериментаторах, но это не так. И первая, и вторая группы включают в себя обе эти разновидности физиков. В настоящее время разделение на эти две группы стало настолько резким, что целые направления науки можно отнести к первой или второй группе, хотя имеются разделы физики, где обе работают сообща. Первой группе физиков относится большинство исследователей по квантовой теории поля, теории элементарных частиц, многих вопросов ядерной физики, гравитации, космогонии, по ряду вопросов физики твердого тела. Ярким примером второй группы являются физики, занятые разработкой вопросов термоядерного синтеза, квантовой и полупроводниковой электроники. Кому-то из вас позволите выбрать свою судьбу, свою работу и так далее. Вот он один из немногих, кто получил Нобелевскую премию совместно с американским ученым и своим учителем, можно сказать, хотя он всего лишь намного его старше. Это советский российский ученый, физик, Нобелевский лауреат
1964 года, родился вот 14 декабря 22 года, окончил среднюю школу в 1941 году, сразу был призван. Вы знаете, что в мае там люди оканчивали школу, и уже 22 июня все отправлялись на фронт. Кто мог, ну, он был без специального образования, был направлен в Куйбышевскую медакадемию и фельдшером стал, и в 1943 году был направлен на Первый Украинский фронт. То есть прошел войну, оперировал в боевых условиях. Сразу после окончания войны поступил в МИФИ, который закончил в 1950 году. Но уже студентом начал работать в известном институте, физическом институте имени Лебедева, Академии наук Советского Союза. И в 1950-м быстро закончил аспирантуру и защитил степень кандидата физико-математических наук, а в 1956-м, через 3 года, доктора физмат-наук. Его академиком, вот, под руководством академика Леонтовича и профессора Прохорова, тогда еще профессора, а через некоторое время он уже будет член-корреспондентом, и потом академиком тоже. Академиком они станут в один и тот же год, в один и тот же день. Академиками и Прохоров, и Басов. Вот в чем состояла эта работа? Ну, дальше еще по судьбе, как бы он в 1958 году становится заместителем этого института, физического института, а потом директором, где-то в 60-х годах уже, и до 1989 года остается директором этого института, одного из главнейших по физике в нашей стране, в Советском Союзе, сейчас в России тоже. Вот такая маленького формата книжка, ее можно было в карман положить, и вот фактически все инженеры, все даже колхозники, трудящиеся, выписывали вот эти журналы и зачитывали себя. То есть достижениями там не только российской, а мировой науки, популярной по технике. Книгу, которую мне подарили, как раз рецензентом. Он встречался с ним на лекции, был на лекции Николая Геннадьевича Басова. И помнит, какой-то был такой отзывчивый человек, очень активный. Рассказывал очень интересно и отвечал на все вопросы так, что становилось понятно даже вот философу. Ну, по наградам, кратко, если сказать, что он был дважды герой социалистического труда, имел ордена, 5 орденов Ленина, Ленинскую премию, Госпремию. То есть просто так тогда премии не давали. Нужно было очень достичь великих результатов, которые имели прикладное значение. Сейчас это ран, есть аналогия. Ну, различные грамоты. Последняя это была премия президента Российской Федерации в области образования.